По-настоящему грамотный человек, специалист своего дела, архитектор с большим опытом работы. Инженер-строитель Израил Сурхоев сейчас в процессе поиска спонсора для воплощения в реальность своего проекта – возведения башенной архитектуры Кремля, силуэта Спасской башни к 80-летию Великой Победы. Проект разработан до мелочей и согласован 5 главными архитекторами России. Эту нижнюю пристройку я подвел под основание этой башни, и у меня получилась единая стройная башня. Вот видите, 7 зубцов. И здесь 7 зубцов. Я не исключил здесь ничего. Израил Сурхоев разрабатывал этот проект много лет. Он может стать вторым монументальным высотным памятником по аналогии с уже воздвинутым на Мамаевском кургане. Со слов Израила Сурхоева, главным элементом монумента является башенная архитектура Московского Кремля, силуэт Спасской башни, созданный из флагов Российской Федерации, СССР и георгиевских лент, устремленных вверх над стенами древнего Кремля, подняв с собой шар земли. Когда было 70-летие Победы, еще до указа президента, и когда было 250 лет Ингушетии с Россией, пришла эта идея. Там четырехгранная, на главной стороне 70-летие Великой Победы, я там 75 сделал, 70 лет. А 75 лет это потом было. И с другой стороны, это все главные фасады. Была надпись 250 лет Ингушетии с Россией. Эта архитектурная часть разработана автором с удачным использованием законов и форм классического стиля древней архитектуры Кремля, выстроенного из ярких государственных символов, фрагмента Кремлевской стены, с арками въезда в Спасскую башню. На этой стене обозначены двуглавый орел и Орден Победы, также надпись «75 лет Великой Победы над фашизмом». Проект Израила Сурхоева был рассмотрен и дан положительный вердикт мэром столицы России Сергеем Собяниным. Архитектор сейчас призывает предпринимателей России и нашего региона помочь ему с финансированием этого важного дела. Инженер-строитель живет профессией с самой юности. Он окончил политехнический институт, после получил еще одно высшее образование и с тех пор занимается разработкой подобных проектов. В вопросах архитектуры из многолетний опыт. Из них у меня 17 лет в Осетии архитектором и вот 10 лет, почти 10 лет в правительстве Республики Ингушетия. Опыт работы. К слову, это не единственный проект, который разработал Израил Сурхоев. Архитектор также планировал установку 49-метровой стелы, имитирующую Спасскую башню уже в нашей республике, в Сунже. Монумент по замыслу автора проекта должен был символизировать единение ингушского и русского народов. Флаги Российской Федерации и Ингушетии наверху стелы должен был соединять солярный знак, изображенный на республиканских атрибутах государственности. А на самих флагах по замыслу держался бы земной шар. Проект также был согласован властями региона, но из-за недостаточного финансирования и других моментов не был реализован. Ему эта картинка преподносится, и он дает: откройте огонь, номер такой-то, такой-то. Израилу Сурхоеву присвоили звание ведущего архитектора Ингушетии первого класса. Заслужил он его честным трудом и большой проделанной работой, более чем за 30 лет. Инженер-строитель контролировал возведение многочисленных объектов в нашем регионе, а также был проектировщиком различных объектов при возведении столицы Ингушетии Магаса. Мадина Цора, Мухаммад Яндиев, Магас, 24.